Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala ashabi ajma'in. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Дорогие братья по вере, молодежь, вот уже прошел год с тех пор, как мы провели маджлис, подобный сегодняшнему. 1 год. Хвала Аллаху, который помог нам собраться. И ничего бы, что прошел год, если бы не ушел год нашей жизни. С тех пор, как мы собрались в прошлом году, ушел еще 1 год нашей жизни. Да предпишет Аллах собраться нам также и в следующем году. Наши молодые алимы не оставили недосказанным ничего. Что еще тут добавить? Но как бы ни было, сегодня мы видим смуту в арабских странах, которой не было в прошлом году. Ведь эта смута распространится на весь мир. От этого на душе увеличивается горе и боль. Мы же должны делать дуа. Кто-то из выступавших ранее об этом уже говорил, по-моему, Мухаммад Расул. Ведь дуа, который мы делаем им, обратно возвращается к нам. Мы сами в нем так нуждаемся. Потому что нас может настигнуть то же самое, что настигло их. Если мы будем делать им хорошие дуа, в ответ ангелы будут молиться за нас. Нам тоже есть от этого польза. Поэтому делайте дуа мусульманам. Но что еще тут сказать? У одного человека был сын. Однажды отец сказал сыну: «Пойди в магазин и купи 30 метров веревки». Сын тут же спросил: «А какой ширины?» Поскольку у каждой вещи помимо длины бывает и ширина, поэтому он спросил, какая должна быть ширина веревки, длина которой 30 метров. Отец ответил ему: ширина ее — это беды и горе, причина которых ты. На самом деле можно сказать, что родители неразумнее детей. Если бы родители не давали денег для поступления на учебу, откуда бы их брали дети? У них же нет денег. Ведь родители сами отправляют их туда. Как я уже говорил, пусть не отправляют детей учиться год или два и не дают им денег. Тогда их стали бы бесплатно принимать. Куда бы делись? У них не осталось бы выбора. Мы сами их приучаем и портим по своей неразумности и из-за отсутствия имана. Вот такое сейчас время. Ангел Джабраил рассказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, ислам будет плакать после убийства Умара. Ислам с тех пор и плачет. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: начиная с убийства Усмана Асхаба, над моей уммой до судного дня постоянно будет висеть меч. Вот так сказано. Что делать, раз наступили эти времена? Будем придерживаться ислама в меру своих сил. Сегодня есть возможность. Лет 20 назад, во время прежнего строя, мы не знали друг друга, как сейчас. Знали, что не оставляют ислам, но даже не догадывались, что все настолько плохо. Оказывается, религия почти исчезла. Поскольку Аллах ее сохраняет, она возродится. Если посмотреть на невежество людей, оказывается, она тогда почти исчезла. Вот уже прошло 20 лет. Это значит, что ребенок, родившийся после развала страны, стал 20-летним молодым человеком. Пора понять это хотя бы сейчас. Ведь ислам не будет искать нас, если мы сами не будем стремиться к нему. Да поможет нам Аллах и всей умме Мухаммада следовать по пути ислама. В этом мире может произойти все, что угодно. Он принадлежит Аллаху, и все тут происходит по Его воле. И об этих смутах пророк уже поведал нам. От нас ничего не зависит. Мы лишь обязаны следовать по пути ислама. Мусульманину следует покинуть этот мир в исламе. Пропадет же человек, если умрет вне ислама. Поэтому старайтесь уберечь своих близких, родственников, семью и детей в меру своих сил. Во время Дауда, алейхиссалам, Талут собрал войско воевать против Джалута. Он взял только молодых людей, оставив тех, у кого были семьи, и тех, кто был занят торговлей. Почему? Потому что во время битвы те, у кого есть семьи, вспомнят о них, а тот, кто занимается торговлей, будет думать о своем имуществе.
Он собрал молодых людей, которым не о чем переживать. И с тех пор все плохое и все хорошее делает молодежь. Все зависит от молодежи. Если нет молодежи, кто будет вести ислам? Не только ислам, что бы ни было. Все плохое или хорошее делается руками молодежи. Те тоже об этом знают лучше нас, поэтому они пачкают и портят молодежь. Мы должны быть внимательны к этому. Надо беречь свое поколение. Без них нет никакой пользы. Дай вам Аллах здоровья и сохранности. Да построит Аллах вам дома в раю за каждый шаг, ступивший сюда. Дай Аллах, чтобы вы остались в радости и также смогли собраться здесь еще и еще. Но все-таки тяжелее всего мне становится, когда слышу, что некий человек обижен и не общается с кем-то. Ведь всякое бывает. И это мюриды. Нет ничего, что более ранит мое сердце, чем это. Я вас прошу ради Аллаха, быть мюридом — это немалое дело. Чистый тарикат, такой, как у нас сегодня, мы нигде не находим. Есть только название тариката, но наши обе цепочки истинные. Пусть каждый из вас знает, в судный день, когда вы предстанете перед Аллахом, вас спросят, кто вас обучил тому, что вы делаете, и от кого вы его приняли. И все, кого я этому обучил, да и других тоже спросят, нет разницы. Так вот, мои укажут на меня и скажут, он обучил нас. Меня тоже спросят, откуда ты это взял? Я укажу на своего учителя, и у него спросят, ведь у него тоже есть свой устаз. Будут спрашивать и отвечать, пока не дойдут до пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот наша цепочка обеих тарикатов. Потом скажут, идите на эту сторону, вы все на верном пути. Это тот путь, в котором мы уверены. Нужно проявлять адаб к этому. Если проявим небрежность, можно сильно поплатиться. Поэтому я вас прошу, вы прощайте друг друга. Чтобы в судный день перед Аллахом предстать выигравшим, здесь нужно быть проигравшим. Когда у двоих возникает спор, непременно один из них бывает неправ. Никогда за свою жизнь я не смог спорить с другим человеком, доказывая свою правоту. Не знаю, может, я слабый человек. Каждого я оставлял победителем и в этом нашел благо. Если хотя бы немного уступить, ничего от этого не станет. Поэтому старайтесь. Иблис очень хочет, чтобы особенно между мюридами возникали споры, зависть и остальное. Между нами эти вещи не должны быть. Это разрушает нашу веру. Да убережет вас Аллах от этого. Я вам завещаю, берегите звание мюрид. Дай Аллах, чтобы мы собирались так еще и еще раз.